Эта власть не хочет нас слушать. Не верьте им. Не верьте, что вам в следующий раз вам скажут. Обманут. Веры вам нет. Доверия вам нет. Уважения к вам нет. И любви к вам никогда не было. Придет час, когда вы ответите все. 26 марта текущего года мы на букве закона получили разрешение на митинг. Собрались в городе Магаз нашей республики. Время разрешенное, отведенное нам было с 10 до 18 часов. Мы отстояли это время, как сказал наш старший, до 18 часов, с учетом того, что было очень желающих много выступить на этом митинге. У кого наболело все, а потому нам не хватило этого времени. Вечером этого же дня, 26 числа, мы подали на продление или же получение нового разрешения на следующий день. Не получив ни разрешения, ни отказа, мы все-таки остались на ночь на этой площади. Я думаю, что в прошлом году, в октябре месяце, мы показали на весь мир нашу организацию, нашу сплоченность, соблюдение всех норм закона, значит, не отклоняясь от буквы закона, что мы соблюдаем порядок на этих шествиях, на этих митингах. И на этот раз тоже также хотели в рамках закона провести и довести до все эти чаяния людей, до нашего народа и до российского общества. Ну что же у нас? Ночью никто с нами не выходил на переговоры, никто нам не отказывал. И не говоря о том, что дадут или не дадут это разрешение, утром 27 числа во время совершения религиозного нашего обряда утреннего намаза джамаат заместитель министра внутренних дел Республики Ингушетии под фамилией Полищук, не хочу знать его ни имени, ни отчества, он организовал штурм, отдал приказ своим бойцам, своим подчиненным, прикомандированным, преступный приказ. И мы докажем этот приказ, что он был преступен. На штурм этого религиозного обряда он нарушил статью Уголовного кодекса за воспрепятствование совершения религиозного обряда. А потому мы будем доказывать его неправомерность его действий, его преступные приказы. И я думаю, что он человек, который должен сесть на скамью подсудимых, и он должен ответить на букве закона. После организации этого первого штурма, несмотря на то, что наши старейшины, мы, активисты и все, которые пребывали на площади, и нас было там очень мало, 150-200 человек, но с учетом того, что люди уже с утра должны были подходить, мы просили его, этого полковника, отвести время, дайте нам время, чтобы мы дождались своих людей. На это нужно было буквально пару часов. Он не слышал нас. Почему? Потому что рядом с ним находился адъютант его превосходительства Увайса Евкурова, называя себя Гулиевым, который стоял рядом с этим замминистром внутренних дел и давал ему четкие указания, что делать и как делать, постоянно набирая телефон, отдавая ему в руки этому заместителю министра. И он постоянно был на связи. И я думаю, он был на связи или с Увайсом Евкуровым, или же и с его братом Юнусбеком Евкуровым. Он выполнял их задачи, он выполнял их преступные замыслы и помыслы и эти указания. Но есть же законы, от которых он не имеет права отступать. Скорее всего, не просто так он пошел на сговор с этими людьми и пошел против нашего народа. Куда он пришел? В нашу республику, дабы поставить на букве закона, выполняя свою задачу. Он организовал второй штурм, хотя его подчиненные, его бойцы, русские ребята, по рации мы слышали, как просили его не доводить до этого, нет необходимости штурмовать. Здесь мирная акция, не делайте этого, куда мы торопимся. Но он не отступился. И он нам ставил 5 минут на размышление, и он начинает штурм. И он организовал этот штурм. И если есть пострадавшие, но мы знаем, что с нашей стороны есть очень много пострадавших, это на совести Полищука. И если есть на стороне именно бойцов, именно людей в погонах, есть пострадавшие, это на совести этого Полищука. Ребята выполняли преступный приказ, но они должны были его выполнить, потому что они люди в погонах. Но вчера, уже вступив в переговорный процесс, после второго штурма, провального штурма, господин Полищук, вашего провального штурма, вы уже говорили, что делать, как дальше нам быть. Вы отступили, мы сказали, мы уходим. Но не потому, что вам это нужно было, а потому, что мы не хотели дальнейшей эскалации и напряженности в нашей республике. Это наша земля, это наш народ, это наша республика. И мы ушли мирно,
Но вы, товарищ Полищук, еще одна преступная ваша задача, то, что вы выполнили. Вы нам не определили маршрут нашего движения. Вы не организовали движение спецмашин ГИБДД впереди нас, не организовали нам маршрут движения. Но мы прошли мирно, совершая свои религиозные обряды, восхваляя нашего Всевышнего, мы пошли по движению в сторону федеральной трассы от Магаса. Но выйдя на федеральную трассу Магаз, вы нам перекрыли, скорее всего, вы, опять же, по вашему приказу, перекрыли нам движение в Назрань. Мы хотели уйти в направлении Назрань. От кругового движения в Магаз вы нам перекрываете движение в Назрань, вы нам указываете, и ваши люди, скорее всего, вы нам указали, и ваши люди, приспешники, такие как Улиев, такие как Увайс Евкуров, такие как Юнусбек Евкуров, вы нам указали движение по федеральной трассе Кавказ в сторону Икажевского поста, перекрестка. Мы пошли туда. Движение не было нарушено. Да, где-то останавливались люди, уважая, может, уважение, знак уважения к нам. Мы дошли до этого перекрестка и повернули в сторону Назрани. Уже подходило время к обеденному намазу. Мы решили уйти в Назрань и там совершить свой религиозный обряд. Но часть наших людей, наших братьев, наших сестер решили остаться, потому что вы нас толкаете на нарушение закона. Вы нас не слышите. Вы, товарищ Полищук, и вам подобные, Евкуровы, и вы им подобны стали. Вы нас заставляете становиться на федеральной трассе, дабы высказать свои чаяния, свою боль. И вот эти ребята, мы остановились там, уже подходя, мы говорим: ребята, давайте уходим. Но они говорят, они нас не услышат, эта власть не хочет нас слушать. Не верьте им, не верьте, что вам в следующий раз вам скажут, обманут. И подтверждение этим словам, этих ребят, я сегодня понял, хотя мы вчера, подойдя туда еще раз, просили этих ребят, это была очень часть порядочных людей, добрых людей, патриотически настроенных людей. Никакого радикализма там не было, никакого ваххабизма там не было. Это наши братья, запомните, это наши сестры были. Но они нам сказали, обманут вас. И сегодня, в подтверждение этим словам, получился обман. Вот список депутатов. Когда мы вчера убедили этих ребят, убедили этот народ уйти с этого перекрестка, разблокировать федеральную трассу Кавказ, и обещали им, что сегодня на заседании парламента республики 27 числа мы два законопроекта, уже которые внесены в парламент, Народное собрание, что они сегодня, я думаю, что, услышав нас, рассмотрят эти два законопроекта. И на этих условиях, только на этих условиях, они поверили вам, товарищ власть. Вы никакая власть, вы лживая власть Республики Ингушетия. Я обещал этим людям, ребята, уходим с этого перекрестка, разблокируем эту дорогу. Услышав мои слова, дабы очернить меня обезличить и обезличить обещанные моим словам, вы сегодня срываете кворум парламента республики. И ваши карманные депутаты, такие как Арчаков Иса, Боков Гилани, Богатырев Бекхан, Гадиев Ислам, Евлоев Мухажев, Льянова Зарема, Султыгов Марифа, Хашива Аза, Хамхоев Батыр, Тунгоев Магомед, Зейтова Лейла, Буружев Адламид, Богатырев Ильяс, Светличный Василий Иванович, товарищ Абаев. Вы сегодня не пришли, вы срываете кворум и сегодня срываете работу парламента. Кому мы платим, кого мы содержим, кому мы даем заработную плату и кто наживается на креслах парламентарии. Вы продажные депутаты. Вы должны были сегодня рассмотреть этот законопроект и этот второй законопроект. Вы обманули меня, вы обманули этих ребят, которые все-таки поверили в последнюю минуту. Но вы, товарищи парламентарии Юнусбек Евкуров, это ваша агония уже, это агония вашей власти. Вы поймете, к чему вы обезличиваете федеральную власть своими преступными действиями. Вы коррумпировали правоохранительную систему всю. И ваши Полищуки, придет час, когда вы ответите все. Я бы хотел еще несколько слов сказать, что вынашивается нашей республиканской властью через правоохранительную систему против активистов и меня. Это, конечно, у них были с первых дней, учитывая нашу эмоциональность, они хотят где-то найти в наших действиях, наших бездействиях, наших словах какой-то экстремизм, какой-то радикализм. Нет, мы условились с первого дня на букве закона и только на букве закона. Это вы можете позволить себе нарушить закон, это вы можете себе позволить игнорирование законом, попрание законом. Мы нет. С первых дней то, что мы требуем, мы говорим на букве закона, уважение к закону и исполнение этого закона.
Когда мы начали о многомиллиардных хищениях, вы уже готовы создать образ, и даже вы готовы ввести военное положение в республике. Я обращаюсь, те, которые нас слышат и может слышать. Не позволяйте этого делать. Здесь нет такого, чтобы вводить сюда военное положение. Евкуров, дабы отвести время правления в республике, готов на введение военного положения в республике. Поэтому власть должна знать, что веры вам нет, доверия вам нет, уважения к вам нет и любви к вам никогда не было. Вы обезличиваете федеральную власть. Поэтому, как бы вы ни пытались убедить федеральный центр должен посмотреть реально на сегодняшние реалии в республике. Здесь все управляемо, все контролируемо. Народ хочет слышать, народ хочет видеть изменения. Они хотят, чтобы их права уважали, они знают свои обязанности, они готовы сотрудничать с той властью, которая действительно заслуживает уважения.